Среди поляны был домик, и в нем жила девочка-пуговка, и этот дом сделан был из пуговиц. Почему мы ее назвали Пуговкой? Вы это знаете? Потому что у нее много пуговиц в одежде. У нее глаза как пуговки, и лицо кругленькое. Шла, и она пришла к магазину. Зашла и увидела там сладости. Она купила шоколад банановый и мыло. Оказалось, что она купила волшебное мыло. Она испачкалась и пошла мыться. Когда она мылась, появились волшебные пузырьки, и она лопнула одну из них и оказалась в волшебном мире чудес. И увидела красивую пони под названием Брамбл Дэш. Она полетала с ней. Когда они летали, она нашла красивенькое дерево с бабочками. Когда она туда полезла, она оказалась в доме. Шла Пуговка и увидела рог. Она взяла этот рог. Нашла гриб. Случилось чудо. Она очутилась в стране единорогов. Потерявший рог единорог очень обрадовался и угостил нашу Пуговку сладкой радугой. Когда они закончили есть, Пуговка очутилась дома. Однажды она спокойно играла в мяч, потом пошла к сестре, а потом видела в стене портал. Пуговка запрыгнула в портал, а потом очутилась в магазине. Она выпила волшебный сок, потом очутилась с горами. Стала сильная и лазила по горам. Потом поставила флаг земли, шла дальше. Под деревом нашла музыкальную шкатулку. Она открыла шкатулку, стали выходить музыкальные ноты. Кажется, запрыгнула музыкальная тучка, а потом запрыгнула тамбурин, а потом гитара, а потом флейта. Пока она играла, очутилась в детском саду, потому что флейта была волшебной. Дети, у меня есть волшебная флейта. Флейты волшебные не бывают. Бывает. Однажды Пуговка гуляла, увидела старый дом. Она зашел в этот дом, оказалась в стране фей. Они веселились, танцевали, играли. Пуговка, гуляя в лесу, увидела волшебное зеркало. Она потрогала, зашла и увидела тигра. Тигр был дружелюбным. Она села, и они поскакали, помчились далеко-далеко. А потом прилетел ураган. Оказывается, это не ураган, а корзина с сладкими ватами, еще виноградами.